Хазары, о которых упоминает великий русский поэт в песне о вещем Олеге, и до ныне одна из загадок истории. Известно ли, что у киевского князя были достаточно веские основания для мщения? В начале X века хазары победили и обложили данью многие славянские племена. В 965 году, отмечает повесть временных лет, «Иде Святослав на Козары и бывши брани, одоле Святослав Козарам и город их, Белу Вежу, взя». До того, как разрушить на Дону крепость Белую Вежу, Саркел, князь освободил вятичей, разгромил волжских болгар и, покорив хазарскую столицу Итиль, спустился из дельты Волги вдоль берега Каспия на юг, к городу Семендеру, который постигла печальная участь Белой Вежи. Уже из этого описания Хазария представляется обширной державой, села и нивы которой киевский князь обрек мечам и пожарам. Кажется, не было такого евразийского народа, хроники которого не упоминали бы о хазарах. Летописи арабов утверждали, что Кагану, царю, платили дань племена от Дуная до Северного Урала, и он был посредником в торговле между Византией и Китаем. Армяне и тюрки вспоминали о частых вторжениях хазар в Закавказье, а грузины писали, что Каган, не добившись миром руки их царевны, разрушил Тбилиси. Византийцы пишут о Хазарии как о союзном им государстве. На троне в Константинополе сидел даже ставленник Кагана, Лев Хазар. Корабли приходят к нам из их стран и привозят рыбу и кожу, всякого рода товары. Они с нами в дружбе и у нас почитаются. Обладают они военной силой и могуществом, полчищами и войсками. Все говорят о хазарах, и только хазары ничего не рассказывают о себе. Почему? Может быть, их летописи просто не сохранились? А может, не было у них ни письменности своей, ни языка? И все же от могучей страны должно же было хоть что-то остаться. Развалины крепостей, монеты, захоронения, черепки посуды. Археологи копали на Дону, на Волге, на Кавказе. Увы, ничего. Словно хазары были не люди, а призраки, а города их, словно таинственный китиш, бесследно провалились сквозь землю. В лету канула целая империя. Где же находилась Хазария и велика ли она была? Чтобы найти правильный ответ, следует прежде всего уяснить, что такое фарсах. Если эта мера длины, подобно арабскому фирсаху, около 13 километров, тогда хазарские города окажутся слишком большими, а сама страна маленькой. Если же это мера усилий, которые тратят на дорогу, вроде таджикского Чакрыма, он меньше в горах и больше на равнинах, то все запутывается чрезвычайно. Сверив сведения царя Иосифа с современной географической картой, поймем, он имел в виду какую-то совсем иную страну. Что такое Угру? Рукав Волги или Кубань? Каким образом Бузан может вытекать из Угру? Допустим, оба они